Добрый день, уважаемые телезрители и радиослушатели. В эфире программа «Якутск». Сегодня у микрофона Мария Ким. Со мной также мои коллеги Николай Слепцов, Айдын и Мария Новгородова. И у нас сегодня в гостях в нашей студии герой Российской Федерации, исполняющий обязанности министра молодежи Игорь Юргин. Приветствую, Игорь Васильевич, у нас в студии. Здравствуйте, Мария. Здравствуйте, дорогие радиослушатели, дорогие телезрители. Игорь Васильевич, буквально на днях мы вообще всей практически республикой узнали вот последние новости о назначении вашем в Минпросвещение Российской Федерации. И вообще, конечно же, первый вопрос, как вы отреагировали на такое предложение, потому что предложил-то сам Сергей Кравцов, глава Минпросвещения. Было неожиданно, разный спектр чувств и эмоций был, но в дальнейшем мы проговорили с главой республики и приняли решение, то, что надо идти вперед. И, конечно же, даже сейчас я сижу здесь, и во мне вот так вот буря, эмоций разных, и все равно я очень сильно люблю республику, и так получилось, что после 11 класса я ушел, выбрал профессию военного, обучался, был офицером, и я по разным воинским гарнизонам путешествовал, был постоянно в командировках, и я всегда скучал и думал о родной нашей республике. И когда я стал участником программы «Время героев», и у нас была возможность после перейти на госслужбу, после встречи с нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным. И он сказал что все 83 участника должны не вернуться обратно в окопы, а назначиться на должность в государственную службу. И в этот момент мы сами выбирали, куда мы хотим назначиться. И я долго не думал, выбрал республику. И когда я уже здесь находился, все время я думал, всю жизнь где-то я был вне республики. Понятно, школьником тут обучился и мечтал, и она, мечта моя осуществилась. Наконец-то я на родине. И тут это предложение. Сожалеть нельзя, надо идти вперед. Тем более такие возможности, когда двери открываются, в них надо входить. И тем самым я же тоже буду уходить не один. Брать, предлагать ребятам. Тут очень много ребят у нас инициативных, очень активные ребята, которые могут развить нашу страну в целом. И таких ребят я обязательно буду за собой подтягивать. Про «Время героев» хотелось бы переговорить, потому что там, как мы читали до этого, прям конкурс большой, это прям 44 тысячи кандидатов, оттуда всего лишь 83 человека. Вы сомневались или прямо уже знали, что нет, я не сдамся, только вперед? Сказать честно? Сказать честно, если мы говорим о честности, то... Когда я узнал об этой программе, в первый раз я узнал по солдатскому радио, не обратил внимания. Я выполнял задачу, когда наш верховный главнокомандующий обращался к Федеральному собранию, послание Федеральному собранию было, и когда он рассказал о организации этой программы «Время героев», в этот момент я находился на боевой задаче. То есть я краем уха услышал, кто-то сказал, из офицеров, там «Время героев», надо подавать заявки, все. И все, сломя голову, начали подавать заявки туда. Я зарегистрировался и забыл. Я не проходил ни тесты, не заполнял анкету, просто зарегистрировался. И волей судьбы я попадаю в Москву на награждение. Тогда как раз награждали звездой Героя Российской Федерации, присвоение звания Героя. И в этот момент мы в постоянном представительстве в городе Москве увиделись с Айсеном Сергеевичем. Тогда был еще со мной наш 6-й Герой России, это Николай Соболев. И мы вдвоем заходим. У нас состоялась такая плодотворная встреча. И Айсен Сергеевич тогда спросил, чем вы вообще планируете заниматься в дальнейшем. Мы рассказали, и он посоветовал вступить в эту программу, сдать все тесты.
И после того, когда я вернулся в окопы, я заполнил анкету, сдал тесты и забыл, опять же. Выполнил 3 боевых задачи, и потом уже начали мне ВКС проходить. И я понял то, что все, меня отобрали. Для меня это было большой неожиданностью. Я выходил еще с боевой задачей, мне нужно было прибыть на следующий день, быть в Москве. И я еще пыль отряхивал окопную. Я даже там вещи оттуда не собрал. Я взял с собой мыльно-рыльное, чистое белье, и все, и я вот так вот поехал. То есть остальные вещи я вообще там оставил. Потом мне в дальнейшем пришлось отдать уже своим ребятам. И это уже стоит там в музее как раритет. Вот они хранят. И в тот момент, когда я туда приехал, 2 года боевых действий, безвылазно. И сам приезд в Москву. И вот когда в высшую школу государственного управления попали, вот КПП, контрольно-пропускной пункт, мы туда заезжаем. И для меня это все было как в фильмах. Что-то нереальное, и что-то фильмы вот какие-то, когда проезжают там гольф-машины, подъезжают, там вещи, все твои берут, как ты едешь. А я еще весь обросший, лохматый, грязный, вот только с боевых. Заезжаю туда, вижу других героев России, таких же. И вижу других военнослужащих, и все так относятся. Тут, расселили в номера, дали форменную одежду. И первая встреча, и спикеры ведущие: Владимир Рудольфович Соловьев, Владимир Мединский, помощник президента Российской Федерации, Карелин был, сенатор наш, потом кто еще при первой встрече был, Анна Цивилева была, вот замминистра обороны. И то есть вот это первый день, это первые спикеры. И мы понимаем, сразу сознание тех людей, которых ты видишь постоянно по телевизору, они перед тобой общаются вживую, на все вопросы отвечают искренне, и ты понимаешь, что это программа дорогого стоит. То, что в вас реально вкладываются, и из вас хотят вырастить новую элиту. И потом у нас была учебная экспедиция, мы через Мурманск отправлялись на Северный полюс. Мне даже удалось там искупнуться. -3 градуса вода была. Вот. Это безумные эмоции, которые останутся на всю жизнь. И до сих пор многие вот еще говорят, что выпускник. Нет, программа еще идет. Вот сейчас скоро в июне будет 4-й блок обучения. Вот, по выходу мы получаем образование, магистратуру государственного муниципального управления. Знаю то, что у многих еще возникали вопросы. У меня есть высшее образование, менеджмент управления персоналом, специалист в сфере управления, специалитет 5 лет. Вот. В принципе, про программу «Время героев». Но это большой кадровый лифт для людей. Отбор очень тяжелый. 44 тысячи. Смотрят на тесты. Сейчас там вроде за 80 перевалило, если память не изменяет. За 80 тысяч. И там кадровые. Там, во-первых, высшее образование нужно. Во-вторых, послужной список, боевые награды. В-третьих, тесты. Тесты очень много решают. Там нет правильных, неправильных ответов. Там смотрят именно на твои компетенции, на твои управленческие навыки. И отбор очень тяжелый. А потом после этого еще проходит собеседование. Собеседование с преподавателями из РАНХИКС и с администрации президента. Потом еще запрашивают, соответственно, у спецслужб и дополнительно у командиров в воинских частях. Просто лютая проверка, конечно. Да, там по всем этапам. Я подписана на ваш телеграм-канал, я скажу, и во время героев у вас и столько друзей появилось, вы прям столько хорошо выкладываете, и все герои России. Вы с ними связь поддерживаете, общаетесь? Конечно. И мне вот даже, наверное, было проще, чем вот
лицу, который вот только пришел, да, замещать там государственную должность, не проходя эту кадровую программу, потому что ребята мои назначились на федеральные структуры, многие в регионы, и то есть у нас уже был налажен нетворкинг полезный, и мы вот так вот друг с другом решали вопросы на прямой связи, просто вот позвонили с телефона, и все, вот нужно там помощь, там, и все. Все документы уже отправлялись официально, и мы прорабатывали, то есть в этом мне было проще. Ну, я представляю, как они сейчас будут рады видеть у вас уже ближе к себе в Москве. Вот Как там, да. мы рады будем, конечно. Там одна команда уже так преобразовалась. А вот менять вот это вот все резко так вот, вы как говорите, с окопы в гражданскую жизнь, эта адаптация у вас, ну, мне кажется, да, быстро прошла. Мне повезло, Потому что- повезло, потому что время героев, 1,5 месяца мы были на обучении на закрытой территории. И с нами были и профильные психологи, и ребята с оценки компетенций, которые постоянно нас поправляли где-то. Это примерно те же ребята, которые у нас в Овшиме есть. Вот. Только уже федерального уровня. И, соответственно, и наставники, и кураторы времени героев. Поэтому нам было намного легче. Но мы понимали, если брать чашу весов, мы понимали то, что вес очень большой, мы не можем ударить лицом в грязь. В любом случае, то, что вот все там показывают из себя крутого военного там или что-то, ну, значит, ты находишься не здесь, это не для тебя. Тут надо было учиться, переадаптироваться, социализироваться и входить в новую жизнь. Конечно, были трудности. Безусловно, когда я сюда приехал, изначально для меня была проблема в коммуникациях. Это вот самая основная проблема коммуникации с большим количеством людей. Были трудности в этом, потому что, ну, моя сфера деятельности была не такая, я привык как бы вот, узкий круг лиц. А здесь как бы нужно было со всеми знакомиться, знать большое количество людей. Дополнительно к этому это публичная деятельность, это выступать. Для меня было очень трудно, ну, вот, особенно на какие-то темы про СВО говорить. Ну, очень было трудно. И камеры, вот, давать интервью где-то. Для меня это была проблемой. Но хорошо то, что с нами проводятся занятия, даже сейчас они идут по ВКС. И в плане публичной деятельности. И тогда 10 суток с нами провела Тамара Карташова. Это вот такой знаменитый спикер по публичной деятельности. Такой тренер. И тогда Дмитрий Песков, когда он с нами проводил занятия, он сказал одну такую фразу, которая на мне запомнилась. Когда говорите, говорите от души. Не надо ничего придумывать. Всегда говорите от души. И все, и вот это вот... А почему нет? Да. Лучше от души, кратко где-то, и все. И вот всегда я вот взял для себя это на заметку, и... Как есть. Да, как есть. И Чё-чё, когда вот я что говорю, и я все время вот от души, что чувствую, как считаю нужным, так и говорю. Но я замечала в ваших выступлениях вот это вот ваше волнение, когда вы говорили особенно про СВО, потому что, ну, мы же все знаем, понимаем. Возвращаемся в прошлое. Вы заканчиваете школу, и у вас деды ваши по линии отца, по линии мамы, участники Великой Отечественной войны, да, защитники Родины. И выбрать путь военного как-то и их повлияло, или вы все-таки на тот момент, ну, пойду туда, куда пойду? На самом деле у нас по линии мамы и по линии отца в роду все в основном мужчины. И всех, конечно же, застала и Великая Отечественная война, никто не отлынивал, все были бойцами, все воевали. Конечно, безусловно, где-то вот родословный код он сыграл. Я слышал о своих прадедах и о своем деде, особенно от отца. И они для меня, конечно, были образом.
И с детства я чуть-чуть отличался от детей, которые меня окружали. Когда мальчишки играли в машинки, то мне больше хотелось играть в догонялки, либо в войнушки. Ну, я любил сильно оружие, постоянно. Люди в военной форме меня восхищали. Тогда у нас военной культуры не было. Как бы, ну, примера взять не было. И для меня вот 2 августа, когда выходили десантники, для меня это было символом таким прям. Я всегда с восхищением смотрел на ребят в военной форме. Юрий Гагарин для меня был таким прототипом. Человек мира, прям такой герой. И я всегда восхищался. Но после этого у меня еще брат служил по контракту, и он меня подтолкнул уже в старших классах. Он говорит, попробуй, говорит, на офицера. Ну, вот что-то в тебе есть, то, что тебе может это понравиться. В итоге я поступил, но я почему-то часто упускаю этот факт из своей биографии. Я поступил не с первого раза. Последний звонок, и я выступил потом на соревнованиях, мне сломали нос. То есть я все прошел, мне сломали нос, а тут должен быть вызов, я отправляю туда справку, то, что сделал операцию, все. А оказывается, по военным меркам, по медицинским, я был негоден к военной службе полгода, потому что, ну, пока все срастется, реабилитация идет. Родители, конечно же, были в шоке и отправили меня в Томский государственный юридический университет. Вот. И проучившись там 2 месяца, я понял то, что это не мое, и я хочу быть военным. И у меня, то есть, строгая траектория была. У меня была мечта и строгая траектория в голове. Я понимал то, что я в любом случае буду военным. Если я сейчас не поступлю в этом году в военное училище, я пойду на службу в армию по призыву. Отслужу там, оттуда у меня 2 направления. Либо пойду в училище, либо буду военнослужащим по контракту, а потом в училище. То есть, ну, у меня вот так было в голове все упорядочено. И после этого я забрал документы, получил от родителей, но ничто меня не остановило. Дальше занимался своей физической подготовкой, укреплял здоровье, и после этого, соответственно, поступил в военное училище. Все четко. Было просто трудно, очень трудно. В плане физической подготовки мне там не было трудно, у меня она была на высоком уровне. Ну, и сейчас я всегда поддерживаю себя в форме. Было трудно именно в плане адаптации, потому что, ну, не было у нас военной культуры, мы не понимали, что это такое. А когда там до 5 часов утра не спишь, потом час поспать, у тебя выполняешь всякие разные задачи, тут встаешь, и опять заново учеба, строевая, огневая, и вот так вот все кругом. Наряды. И все было, конечно же, тяжело. Каждый день я, наверное, мечтал отчислиться. Каждый божий день. Но у меня мечта меня не оставляла в покое. Я всегда смотрел вот так себе на погон. У нас была буква К, курсант. И я всегда смотрел и представлял то, что у меня здесь 2 звезды маленьких, лейтенантских погонов. И вот эта мечта, она придавала мне сил, даже несмотря на все трудности, которые происходили там, я терпел. А потом уже на курсе 3 я адаптировался, и вообще я уже другой жизни не видел. Я прям строго понимал то, что я человек военный, это моя жизнь. Я к себе даже уже начал относиться уже как к оружию. Я не воспринимал себя как какого-то социального человека. У меня не было даже социальных целей. Я, то есть, шел к тому, то, что я человек военный. Я понимал то, что я приму участие в боевых действиях. Это моя жизнь. То есть, ну, безусловно, потому что иначе зачем мне быть тогда военнослужащим, офицером, если не защищать Родину в прямом смысле. И я относился к себе вот так, как к оружию. Ну и вот программа «Время героев», и потом все. То есть у меня даже, я хотел быть генералом, то есть все вот так вот. У меня и складывалась дорога туда. Потом, да, конечно, моментами я все равно бываю душой там, когда вспоминаю о ребятах. Вот, но есть принцип такой жизни, то что нельзя оглядываться назад, надо идти вперед.
Вперед, вперед, вперед. Вот это. Буквально на 4 минуты сейчас отойдем на рекламу и продолжим нашу беседу. Еще раз добрый день, уважаемые телезрители и радиослушатели. Мы продолжаем нашу беседу с героем Российской Федерации, исполняющим обязанности министра молодежи Игорем Юргиным. Во время рекламы вы сказали, когда я вас спросила, то, что какая-то альтернативная другая профессия есть, если не военный, вы все равно сказали, что военный. И вот когда у вас сейчас вот так вот интенсивно меняется жизнь, все, есть такие моменты, когда вы просто оборачиваетесь назад и хотите вернуться туда? Конечно, есть такие ситуации, когда, скажу прямо, иногда душой я там, но все равно. Там же все равно мои ребята, мои друзья. И, конечно же, я по ним скучаю. Я не скучаю по боевым действиям, я скучаю именно по ребятам. Да. Ну и мы все равно на связи, как. И они меня всегда поддерживают, говорят: командир, на нас не смотри, мы, говорит, сами разберемся, иди вперед, только вперед. Ну, это вот черная мамба просто меня. Я тоже как бы в новостях военкоры Якутии периодически рассказывают о ваших ребятах черной мамбы. Вы связь поддерживаете, все у вас там. Да, конечно. Много ребят пишут. Очень почему много. Черная мамба? В честь друга погибшего. Позывной у него был черная мамба. Да, Ренат, у него позывной был мамба, но черная это уже художественная такая корректировка была. Вот. А позывной у него был мамба. Парень, мастер спорта по греко-римской борьбе. Мы с ним изначально были еще знакомы на гражданке, служили, общались еще. Вот, и потом специальная военная операция. Вместе воевали бок о бок. Я ходил с солдатами своими в штурм. И он всегда был со мной. И он себя очень хорошо показал. И стал офицером. Получил первое воинское звание лейтенант. Ну и его должны были забрать в другое подразделение. Он сказал: нет, я буду только воевать со своим комбатом. И тогда было очень... Сентябрь месяц. Тогда еще первая мобилизация началась. Ну, очень такой переломный момент был в войсках. И очень тяжелое время было. Мы попали в окружение. Нас вышло и 13 человек. Вот. И мы все равно выполняли задачу. Мы отошли чуть назад, но вышли из села и заняли рубеж обороны в леса. Посадки нас 13 человек держало там лесополосу примерно в 2 километра. Мы распределились, все. Мы не должны были пропустить противника, пока наши войска перегруппировывались. Вели бой, держались. И в один прекрасный момент, я тогда не спал 2 суток, вообще не спал. Не получалось, потому что постоянно боем управлял, бегал туда-сюда. И в один момент, плохой момент, тогда мы должны были провести разведку, поступила задача сверху, пройти вперед, там, после лесополосы, лес такой впадал в лесополосу, посмотреть этот лес мы должны были, до середины дойти, так сказать, зачистить, на наличие противника посмотреть, вот. И в итоге я должен был идти туда, и со мной еще Зима, Централ, 2 человек. Мамба не должен был идти. Вот. И Зима, Централ — это тоже те ребята, с которыми мы общались, тоже друзья. Все были. И я прилег в окоп. Мне сказали: командир, отдохни, все, мы, говорит, тебя поохраняем. Я лег спать, и в этот момент они сами пошли выполнять эту задачу без меня. И тут у меня радиостанция по духам была. Я просто слышу выстрелы, перестрелку, бой пошел где-то метрах 200. 200 метрах примерно от меня. Я понимаю то, что что-то не так сквозь сон. И потом слышу: помоги, мы ранены. Знакомый голос. Все, побежали туда.
Ну, артиллерия начала бить и по моей позиции, туда, где бой шел. Потом дроны пошли в ход. Ну все, до туда добрались, и все трое погибли. И, грубо говоря, вот 200 метров. Только ночью получилось у нас эвакуировать тела парней. И наши войска перегруппировались и зашли к нам на замену, на что командующий дал приказ отходить назад, но перегруппировываться. Нас кого там было 13 человек. Но мы все равно не пропустили противника тогда. И я на танке, всех ребят я отправил, все вышли, я самый крайний выходил, я и командир танка Молот. Мой боевой товарищ, 40-летний капитан, такой прожженный военный. Он остался со мной вместе с экипажем. Тогда танк у нас не мог вести бой. У него система отказала, но только вот передвигаться. Мы положили ребят вместе с экипажем танка. Экипаж сел, и я на решетку радиатора прыгнул сзади танка. И получается у меня вот так вот здесь Мамба, здесь Зима и здесь Централ. И я вот среди них прилег, и по нам начался обстрел, артиллерийские дроны. Ну, я вот так вот просто сжал автомат. Все, танк выехал, и нас сопровождает огнем со ствольной артиллерии. Я лежу, и осколки прям слышу, как по броне танка бьют. Ну, рядом все прилетает. И в этот момент даже меня мои друзья, когда были погибшими, они меня защитили. Я лежал, потому что, в них прилетели осколки, вот в том числе Мамба. И вас так миновало, да? Мимо. Ну, вот защитили. И мы, когда уже прибыли, соответственно, я их сдал уже в госпиталь, все, попрощался с ребятами. И не поверите, в эту же ночь я уже вкатился с новыми людьми на выполнение боевой задачи, то есть даже там передохнуть не дали. Ну, там и другого выбора не было. Там надо было выполнять задачу. Вот. И хотелось как-то увековечить память ребят, и поэтому назвали Мамба. Ну, а черная — это художественная зарисовка. Сейчас в честь своего боевого друга, своего боевого брата. Когда есть такая профессия — родину защищать, это вот они. Да, это лучшие ребята. Причем он был ранен и пришел второй раз, чтобы он защитить меня. Он все время говорил: давай, все, Игорь, давай в отпуск, как-то уйдешь, как-то это. Я не мог уйти, потому что, все ответственные задачи падали. Надо было их выполнять, надо было стоять. И тут так получилось. Вот. Николай Соболев был тоже, да, недалеко? Это уже другое задание. Николай Соболев на тот момент уже с ранением уехал. Его эвакуировали. Он помнит эти моменты. Вот перед уездом Соболева это случилось. Вечная память героям. Игорь Васильевич, вы говорили во время рекламы, что очень хотели бы вернуться в свое учебное заведение имени Рокоссовского. Там вас очень ждут. Да. Вы там уже сколько не были? По годам? С начала выпуска. С 18-го года не был. Это легендарное училище. Как бы там трудно не было, но это огромная школа жизни, которую я прошел. Та школа жизни, которая меня вообще спасла, научила и дала многое. Это, безусловно, альма-матер. Училище, Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище имени маршала Советского Союза Константина Константиновича Рокоссовского, дважды Героя Советского Союза. Это легендарное училище. И я туда хочу вернуться, пишут. Я думал, пойду в отпуск, но, к сожалению, не получилось у меня с отпуском. Но обязательно, когда будет отпуск, я съезжу туда. Ну, либо в плане рабочей командировки. Обязательно зайду в свое училище. Хочу просто зайти в казарму, посмотреть на свою кровать, на тренажерный зал.
где были, зайти в Чепок, съесть пиццу такую маленькую, смаженку, с йогуртом. Это для нас был особый деликатес у курсантов. Вот. Да и просто пройтись по училищу. Я думаю, там вас будут встречать просто вообще, мне кажется. Ждут, очень сильно ждут. А вот это вот смаженка, вы еще расскажите, это что было? Пицца. Пицца маленькая? Маленькая такая пицца. Она еще сверху то ли майонезом, то ли какой-то начинка была покрыта. И называлась она в простонародье смаженка, не знаю. Ну, Паша, наверное, поняли. Знаете, на что похоже, когда вот бабушки такие маленькие пиццы стряпали? Ага. Вот. Примерно вот что-то в этом роде вкусное. Из детства, вот тоже в интервью читала, из детства ваши лучшие вот воспоминания, когда пирожками пахнет мамиными. Да. Ну, сейчас так на родину пока не получится вернуться. Мамы нет, у меня просто... Мамы вообще нету в живых. Она у меня умерла от рака, саркома была. Причем она с саркомой прожила 3 года, то есть боролась. Ну и умерла, когда я еще был в училище. Вот. Конечно, маминой любви мне не хватает, и я бы много отдал, чтобы маму увидеть и вообще вот так вот прикоснуться к ней. Она была очень вами гордится. Ну, у меня, и говорю, вся жизнь так потеря брата в раннем возрасте, потом мама, друзья почти все из военнослужащих, которых. И вот так постоянно. Вперед. И это вас не сломало никак. Я по вам вижу, что... И просто преклоняюсь перед вами, правда. Надо всегда идти вперед. Если я сейчас выжил и живой, значит, у меня задача есть, которую надо выполнить дальнейшее. И тем более пока вот сюда, когда я пришел на роль министра по делам молодежи, я понимал то, что передо мной такой большой и ответственный фронт, и причем далеко не осязаемый, который результаты ты вносишь, они, не сразу, это не построить дом, его потрогать, в нем жить. Это, то есть, идеология, это воспитание духовно-нравственное, патриотическое. Это развитие молодежи у республики. Это нужно выявить неравнодушных ребят, их развивать. Но те задачи, которые стояли перед министерством, они выполнены. И от правительства, и от главы республики. Сейчас и роль министерства кратно увеличилась, и консолидация всех военно-патриотических молодежных организаций, и сопровождение молодых людей, не только талантливых. Мы фокус поменяли. Мы же все время говорим за лидеров и за талантливую молодежь. А есть же много неравнодушных, просто неравнодушных людей, инициативных неравнодушных, которые готовы тоже уносить свой вклад. И они могут очень много, но их просто где-то не замечают. И вот таких мы, ребят, пытались сопровождать. Не пытались, а стараемся сопровождать. И сопровождаем. Плюс формализм мероприятия, он перешел уже на другой уровень. Образы, смыслы. Тот же Мусустар как прошел. Вот финальная особенность встречи. Она была в патриотической повестке, но это было не навязано. Это было от души. И каждый, кто был на Мусустаре, ушел, он забрал с собой частичку Мусустара. И это правильно. И, если перечислять, то много, конечно, таких мероприятий. Об этом можно много говорить. И эта цель, эта задача, она свыше, которую нужно выполнять и сейчас на новой должности. Безусловно, конечно, там очень большие ставки. И я постараюсь не подвести. И патриотическое воспитание, духовно-нравственное, и детский отдых, и предметы, которые не ходят в сдачу ЕГЭ, тоже это все нужно отрегулировать. Это большая ответственная работа. Это дети. И безопасность детей. В первую очередь. В первую очередь. Когда тебе доверяют
самое дорогое в жизни доверяет президент, доверяет глава республики. Детей, воспитание молодежи. Но это очень дорого стоит. Департамент такой, да, прямо крайне ответственный. Здесь, как я могу где-то сдаться и сказать там, нет, я устал, или я не справлюсь, мне надо в отпуск, или что-то там, голова болит, или это не мое? Конечно, нет. Выпала такая ноша. С достоинством, с честью буду идти вперед. Приложу все усилия. Я когда сюда пришел, я в первую очередь коллективу сказал, представился и в дальнейшем сказал то, что я всегда выполнял задачи, когда был военнослужащим, даже в условиях с риском для жизни. И никогда не отступал назад. Да, не все были успешные, были провальные, но никогда не отступал назад. И здесь все то, что от меня требуется, все ресурсы, я, безусловно, буду применять и не отступлю назад. И даже если на кону будет стоять жизнь защиты детей и всего прочего, я готов поставить на алтарь свою жизнь. И это принцип жизни. И только вперед. Вместе только вперед. Вот вместе только, да, как Константин Сергеевич говорит. У нас буквально осталась там минута с лишним. Ваши пожелания молодежи Якутии. Прям напутственные слова. Вот так можно, да, чуть-чуть? Да, сейчас на вас режиссеры наведут камеру. Все, хорошо. Дорогая молодежь, да и не только молодежь, уважаемые жители республики. Изначально первая моя речь была на День республики. Я говорил то, что я говорю про любовь. И я никогда от этого не отхожу и не отступаю. Любовь — это главный двигатель во всем мире. Любовь нас порождает и на героические поступки, и на совершение новых идей, и на изобретение, на все, и развивает демографию. И что я хочу пожелать? Любите друг друга, цените друг друга, уважайте друг друга, будьте всегда открытыми, теплыми. О нашей республике за пределами всегда говорят очень хорошо. То, что мы сильные, то, что мы гостеприимные, и такими нужно оставаться. Но и молодежи хочу пожелать: никогда не останавливайтесь, мечтайте, идите вперед, будьте сильными. За каждым дождем проливным всегда идет